Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Максим Владимиров и Мария Новгородова. Мы сейчас живем в такое время, когда телефонный звонок и обычное смс-сообщение или где-то там в социальных сетях может просто взять и испортить нам жизнь. Буквально сегодня вышла статья Министерства внутренних дел о том, что пожилая женщина, жительница поселка Жатай, попалась на уловку мошенников, так скажем. Об этом мы сегодня поговорим. И у меня сегодня в студии Коноплев Антон Анатольевич, управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия, Васильева Ольга, старший оперуполномоченный управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, Наталья Самырова, операционист «Газпромбанк», и Ирина Слепцова, операционист «Россельхозбанк». Наталья и Ирина расскажут истории из жизни практически, да, из их опыта, когда они от опрометчивого шага спасли наших земляков. Ну а начнем мы со случая, который произошел в Жатае. Ольга, пожалуйста, расскажите нам. 54-летняя жительница Жатая поступило смс-сообщение, также звонки. В общем, ей пришло сообщение с фотографией, не ты ли ты на нее изображена. Она, конечно же, загрузила это фото, после чего на нее оформили займы на 58 тысяч и кредит на 158 тысяч. И женщина, конечно же, поставила самозапрет, успела, да, но в итоге мошенники завладели денежными средствами таким способом. Как это могло произойти? Сейчас у нас проводится процессуальная проверка с возбуждением уголовного дела последующее. Всегда мы переписываемся с кем-то в запрещенных каналах связи, WhatsApp, Telegram. Эти аккаунты угоняются, либо вирус проникает через такие же сообщения, вирусные фишинговые интернет-ссылки, через фотографии. И когда человек просто нажимает на них, первое назначение вируса — это скопировать контактную книгу твоих мессенджеров, чтобы потом в архиве переписок велась вот эта переписка якобы от твоего имени. То есть ей пришло вот от знакомого такое сообщение, она, конечно же, загрузила его, и тем самым у нее попал вирус, который похитил денежные средства у нее с банковских, кредиты и микрозайм на нее оформили, потому что взлом госуслуг произошел. В этой ситуации ей нужно было сразу же обратиться на 112, так как с 11 октября 2024 года, в день образования нашего подразделения киберполиции, мы запустили работу с единой экстренной службой 112. Теперь все звонки по всем IT-преступлениям, в том числе и по мошенничествам, переадресуются круглосуточно к нам в киберполицию, и мы предпринимаем меры, сразу же консультируем человека технически, юридически, что необходимо сделать, какое у нас мошенничество, какие документы предоставить в отдел полиции необходимо. И если человека просто уже вводят в заблуждение, но он еще не перевел денежные средства, мы выезжаем по месту нахождения нашего потерпевшего. Вот он, допустим, в торговом центре у банкомата стоит, его лжесотрудник ФСБ запугивает, что твои деньги уйдут на незаконное финансирование ВСУ. И тогда человек нам звонит, либо кто рядом находился, вот в прошлом году, последняя неделя ноября, семья Старостиных позвонила, потом Паскачин Василий тоже позвонил. То есть они, те неравнодушные рядом люди, которые находились, услышали, что запугивают наших потерпевших будущих, да, и тем самым они позвонили на 112, мы отреагировали, выехали и пресекли переводы денежных средств по звонку лжесотрудников ФСБ. То есть человеку необходимо сразу же позвонить на 112, мы приедем и пресечем отправку денежных средств. Также мы с сотрудниками службы безопасности каждых банков активно работаем, и поступают нам звонки о том, что приходят подозрительные потерпевшие разных возрастов, и они находятся под влиянием мошенников. То есть они тянут время, задают вопросы по скриптам, и наши потерпевшие даже под влиянием мошенников врут письменно и устно, дают, сотрудники банка должны по скриптам задавать вопросы, чтобы выявить, находится ли под влиянием мошенников потерпевшие.
Также берут расписку с них, что, да, действительно, они для собственных нужд забирают свои денежные средства. И, значит, потом нам звонят, мы приезжаем и пресекаем факты отправки денежных средств. И благодаря нашей совместной вот этой работе мы очень много спасли, значит, денежных средств наших потерпевших. Благодарю моих коллег, что мы таким образом помогаем нашим гражданам. Угу. Сразу к Антону Анатольевичу у меня вопрос про самозапрет. Да, Банк России на постоянной основе проводит анализ вот текущей ситуации, какие меры могут быть использованы для противодействия мошенническим операциям. Но уже вот на протяжении 2024 года неоднократно мы выступали, озвучивали меры. Это и приостановление платежа до 2 дней в случае выявления подозрений у банка, это блокировка дроперских счетов, да, и отказ им в дистанционном банковском обслуживании. Это и обязательство банка возмещить ущерб, если банк допустит перевод на мошеннический счет. Где берут эти мошеннические счета? Берут их из базы данных Банка России, который со всей страны, значит, аккумулирует вот эти сведения от всех кредитных организаций, микрофинансовых организаций. Все вот эти случаи, с которыми сталкиваются Министерство внутренних дел, сотрудники, я имею в виду, да, они все передаются в Банк России, все аккумулируются, и вот эта база данных, она доводится до всех кредитных организаций. Они оперативно ее как бы применяют и проверяют все переводы. Вот что касается механизма самозапретов, он заработал с 1 марта. Это новейшая мера, которая может быть применена каждым гражданином. Применена она может быть через сайт госуслуги. Как она работает? Да? На сайте госуслуги вы устанавливаете себе самозапрет, который выглядит как полный запрет на получение кредитов и частичный запрет. Ну, с этим можно ознакомиться на сайте, там очень все подробно написано. Достаточно зайти на сайт госуслуги и прямо с первой страницы начать это оформление. Делается это очень быстро. Вы подаете заявление на сайте госуслуг, заявление обрабатывается в автоматическом режиме, и вы получаете 4 письма от Бюро кредитных историй, которые подтверждают установление самозапрета с завтрашнего дня. После этого, значит, все кредиты банк, если вы, вот если от вашего имени, давайте так говорить, вы-то понимаете, что уже кредит не получите, да? Если от вашего имени мошенник обратится в кредитную организацию, дистанционно, например, то банк, проверяя вот эти данные, получит ответ от Бюро кредитных историй, в котором будет написано, что вам получение кредита запрещено, после чего банк откажет в выдаче кредита. И вот этот случай, который в Житае случился, если бы женщина поставила себе такой самозапрет, то уже никто бы не смог получить кредиты вот на ее имя. Поэтому самозапрет — это вот та мера, которая сейчас очень поможет нашим гражданам защититься вот от таких вот мошеннических операций. Это может быть и в случае, когда на человека воздействует дистанционно, то есть он находится под воздействием, приходит в банк и начинает вот брать то, о чем сейчас рассказали. Это может быть, когда были упущены персональные данные, смс-коды, например, по ошибке сообщили и тут же их попытались обработать. Это вот в этом случае тоже сработает. То есть они просто при оформлении кредита должен быть отказ. В случае, если кредитная организация или микрофинансовая организация оформит кредит при оформленном самозапрете, но в этом случае она не вправе требовать его возврата. Вот, примерно вот такие условия на сегодняшний день сложились. А смотрите, вот для меня, почему я до сих пор самозапрет себе не установила в плане кредитов, я-то думаю, что кому я там сообщу то СМС-сообщение? И пока я никому не сообщу, на мое имя же не оформят кредит. Допустим, я так думаю. На самом деле я неправильно так понимаю, что я думаю, да? Потому что они по-другому у меня могут эти деньги снять. Или оформить на меня, да? Конечно, можно предполагать самую, так сказать, тяжелую ситуацию, но тот случай, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, говорит о том, что, во-первых, нужен антивирус, который бы стоял на нашем смартфоне, да. По сути, смартфон — это маленький компьютер. И вот если мы на компьютере устанавливаем антивирус, это нормально, то на смартфоне мы почему-то этого не делаем.
Хотя это тоже нормально. То есть там и фоновые задачи решаются, там и много программ одновременно выполняется. Поэтому вот антивирус — это вот уже обязательное условие, потому что действительно мы храним на смартфоне и фотографии, и персональные данные, и коды, и чего только нет, да. И второй момент — это вот установка самозапрета. Да, ну, наверное, данные можно потерять. Вы можете как-то бывали случаи, когда человека вводят в какое-то такое состояние, вот что называется, да, неопределенности, да, его либо пугают очень сильно, либо его там чем-то заманивают, и человек ведется на такие уловки, да, и сообщает код, а после этого соображает, что он сделал что-то не то. Вот, а кредит уже можно успеть оформить. То есть, если там наготове сидеть, то это можно сделать. Спасибо. Можно дополнить, да. Если вы думаете, никому смс-код вы не сообщите, но, допустим, сообщили, это уже одна схема мошенничества, но сейчас мошенники дистанционно это совершают. То есть не надо вам звонить, просить этот смс-код, достаточно использовать ваш старый номер абонентский, который по паспорту за вами числится, но вы им уже не пользуетесь. Сейчас мошенники активно скупают эти старые номера и через IP проверяют подключение к госуслугам и к мобильным банкам. Как себя уберечь? С паспортом идти в банк, отвязать этот номер от всех мобильных своих банков, с госуслуг тоже отвязать этот номер телефона и попросить прекратить договор сотовой связи у этого оператора, чтобы в последующем, даже если этот номер перекупит другой человек, тоже невозможно было оформить, взломать госуслуги дистанционно, удаленно, повесить на вас кредиты и микрозаймы. Вот это рекомендуется гражданам всем делать. Мы в этом направлении работаем, уже заблокировали большую часть таких сим-карт, то есть сотовым операторам мы проводим эту работу. Также по вирусным ссылкам мы по каждому факту совершения преступления, либо по звонкам 112 блокируем эти вирусные фишинговые сайты. То есть мы проводим эту активную работу удаленно, причем, то есть не надо нам ждать, когда люди будут писать заявления, сами обращаться в Роскомнадзор. Это мы уже сами делаем по умолчанию. Хорошо. Можно еще дополнить, потому что в сентябре прошлого года мы задержали молодого человека из Иркутска, который приезжал на территорию Якутии, скупал такие старые сим-карты, номера, через IP подключал к госуслугам. Его задача была взломать госуслуги, дальше передать эти данные, паспорт, СНИЛ, ННН, абонентский номер, электронную почту потерпевшего своему подельнику, который уже оформлял кредиты и микрозаймы на тех людей, которые уже 5 лет назад умерли, которые на СВО ребята погибли, которые за границу уехали, чтобы не служить на СВО, Казахстан, Нью-Йорк и так далее. То есть сейчас предварительное следствие у нас идет по этому поводу, и рекомендуем гражданам сами себя обезопасить. Мы вот сейчас собираемся, все вместе обсуждаем эти вопросы, и мы вам рекомендуем соблюдать вот эти меры кибербезопасности, так как вы можете думать, что никому не сообщите, а если у вас есть старый номер, то уже все удаленно могут на вас эти кредиты и микрозаймы оформить. А вот эти вот двухфакторные аутентификации, которые мы уже устанавливаем в соцсетях, мы устанавливаем в госуслугах, вот это вот все, оно мне может помочь? Они, в принципе, помогают вам, но если вам будут звонить под разными предлогами, допустим, продлить договор сотовой связи, счетчики поменять, да, допустим, какую-то услугу вам подключить, и человек продиктует свой смс-код, то уже взламываются госуслуги, и мошенники обычно звонят в нерабочее время, когда МФЦ не работает, подстраиваются, чтобы у них было, вот, допустим, в пятницу вечером позвонят, чтобы в субботу-воскресенье у них было время получить этот займ, обналичить его и раствориться в неизвестности. Поэтому человеку придется, допустим, понедельника ждать нервно, чтобы с паспортом прийти и восстановить доступ к госуслугам. Но позвоните нам на 112, мы поможем вам дистанционно восстановить доступ к личному кабинету. Но если мошенники, первое, это вообще настоящее тип преступления, 272 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, неправомерный доступ к компьютерной информации, защищаемый законом, повлекшее блокирование, изменение, копирование информации. Вот вас заблокировали, ваш личный пароль сбросили, свой установили, потому что вы смс-код сообщили. Дальше мошенники вносят изменения в ваш личный кабинет, привязывают свой номер и свою электронную почту, и с них уже, значит, подают заявки в микрокредитные организации и банки на получение кредита. И почему вы, наверное, все задаетесь вопросом, почему так быстро оформляются вот эти дистанционные кредиты именно через госуслуги? Потому что есть несовершенство защиты банков
потому что эти заявки обрабатывает искусственный интеллект. Искусственный интеллект, он не понимает, что мошенники, используя данные потерпевшего, вводят в заблуждение, получают деньги. Как это происходит? Искусственный интеллект видит, что вы реальная личность, у вас действующий паспорт, у вас есть банковский счет, ежемесячно туда зарплата, пенсия, пособия какие-то поступают. Все, вы реальный человек, кредитная история в бюро кредитных историй у вас тоже хорошая, все, вам одобряются. И за эти 2 выходных дня мошенники успевают похитить эти денежные средства только если они успеют поменять номер телефона свой, поставить и электронную почту. Поэтому, если это произошло, ни в коем случае госуслуги вы не удаляете, позвоните к нам на 112, значит, мы поможем вам распечатать систему действий в системе, где будет указано, что к вам подключался какой-то другой IP, модель даже сотового телефона будет указано устройство, время подключения, блокировки, да, и Бюро кредитных историй в межведомственных запросах будет полный список наименований всех банков и микрокредитных организаций, их адреса и суммы, где уже одобрили или дали заявки на получение вот этих кредитов. Поэтому, чтобы себя обезопасить, ни в коем случае даже не начинать никакой разговор. Обычно это происходит, что вот замена электросчетчиков, всем обзванивают, попадаются все молодые от 20 и старше. То есть они подгадывают тот период и начинают предлагать. Также QR-код могут вам отправить, подключить быстрее. Но это все срабатывается на лени человека, чтобы он не стоял в очереди, не тратил время, чтобы быстрее услугу получить. Вот этот фактор срабатывает. Люди, конечно же, в это время теряют бдительность, потому что хотят получить желаемое. И тем самым они сами дают доступ мошенникам вот на них кредиты оформить. Теперь у вас следующий, наверное, вопрос. Если вас взломали, да, если вас взломали, то как освободиться на законных основаниях от выплаты кредита и микрозайма? Самое главное, чтобы вам законно освободиться, необходимо прийти написать заявление по взлому госуслуг, 272 статья, незамедлительно возбуждаются уголовное дело, и тогда уже потерпевший берет документы у следователя, копию постановления возбуждения уголовного дела, признание его потерпевшим, заверенной подписью, печатью следователя. И по вот этому списку БКИ они направляют письма в те банки и микрокредитные организации с заявлением. Формулировка такая: я вот стал жертвой мошенников, незаконно взломали госуслуги, незаконно оформили кредиты и микрозаймы, прошу освободить от этих займов. И только на этом законном основании вы уже освобождаетесь от выплаты кредита и микрозаймов. И потому что мошенники совершили первое эти преступления с целью совершить второе корыстное преступление, мошенничество совершить. И теперь уже ты не потерпевший, а тот банк и та микрокредитная организация, которая выдала эти денежные средства. И только на основании возбуждения уголовного дела, предоставления этих всех документов банка, вы не будете выплачивать эти займы. И вот вроде бы как бы все хорошо, да, дорогие мои гости? Но скажите, не все же вы такие вот добросовестные, допустим, я такая вся, решила, опять же, да, я набрала кредитов, тут взяла. Оказывается, есть же такая статья, под которую я могу сейчас взять, написать заявление, та-та-та-та-та-там, и у меня практически эти деньги не придется возвращать. Но, как будто бы это все сделали там вот эти мои позвонившие мне мошенники. Но на самом деле, вот это вот как проверка пройдет. Это же все техническое преступление, 272 статья, она технически доказывается, то есть в системе госуслуг там все это пошагово изучается, плюс ваши звонки, переписки, все это изучается, то есть факт подтверждения уголовного дела, если есть, тогда мы возбуждаем, если нет, то в отношении вас тогда возбуждаем, потому что вы мошенница. Сама набрала кредиты. Тут палка о двух концах, поэтому судьбу обмануть и закон тоже никак невозможно. Ну, значит, есть, да, такая возможность. Ну, в смысле, есть. мы, да. Есть. Кто может прийти, допустим, там, но на него все равно в любом случае. Вот касаемо вашего вопроса, это сейчас то, что действует самозапрет. Люди вот поставили самозапрет, он там должен в течение 2 дней, да, подтвердиться, и мошенники, допустим, попытаются вас взломать, поймут, что у вас самозапрет, и они вам позвонят якобы из техподдержки госуслуг и сообщат, что вот ваша заявка, она не прошла, то есть ошибка. Надо будет повторно нам эти документы подать, опять-таки попросят необходимые от вас документы, чтобы отменить ваш вот этот самозапрет и уже опять-таки на вас кредит и микрозаймы повесить. Поэтому
надо быть постоянно бдительными, ни с кем не общаться, потому что МФЦ никогда не звонит, Росфинмониторинг никогда не звонит, не сообщает, и правоохранительные органы не сообщают о том, что совершается мошенничество. Это вот как фокус совершается, да, сейчас фокусники делают, и я его потом разоблачаю. Тут то же самое схема мошенничества, которую я вам сейчас говорю. Вообще мошенники, они сами поднимают вот эту вот суету, человека звонят и говорят, что совершается мошенничество, чтобы в состоянии паники ввести человека, чтобы он спас свои деньги, но его обманывают, и он собственными руками идет чуть-чуть и перейдем на отдает эти рекламу. деньги мошенникам. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу о телефонных мошенниках, о киберпреступлениях. И у нас к нам в студию пришли рассказать историю о том, как они спасли наших земляков от опрометчивого шага сотрудницы банков Газпромбанка и Россельхозбанка Наталья Самырова и Ирина Слепцова. Ирина, начнем с вас, потому что история практически начинается с Россельхозбанка. Как вы про эту историю? Ну, история, наверное, у нее началась не с Россельхозбанка, а там, скорее всего, я узнала потом, что она уже несколько банков обошла до Россельхозбанка, да, и, уже и перевела там деньги, крупные суммы. Вот, а это, значит, было у нас в конце ноября прошлого года, я находилась на работе, мне позвонили с управления уголовного розыска МВД, сотрудник попросил содействовать в предотвращении мошенничества. Он сказал, что некая пожилая женщина подойдет в банк и захочет перевести вклад. Только он в тот момент не знал еще, как ее зовут. Ну и благо, что у нас в городе только один филиал и один доп-офис, и я позвонила в доп-офис сначала. Попросила управляющего проверить, была ли такая женщина, похожая по описанию, да, находящаяся под воздействием. И он сказал, что была такая женщина 2 часа назад, назвал ее анкетные данные и сказал, что он... Тут нужно отметить его бдительность, да, то, что он предотвратил тоже это все. Он с ней поговорил, он услышал разговор менеджера и клиентки, и сказал, что нужно вам посоветоваться с родственниками, потому что возможно, вас хотят обмануть, что вы не знаете даже, кому вы хотите деньги переводить. У нее был договор купли-продажи на руках, и она, получается, хотела перевести очень крупную сумму денег со своего счета. Ну и потом ушла домой она. Спокойная такая женщина, не стала настаивать и пошла к нам. Получается, потом я позвонила сразу же в наш операционный зал, и начальник операционного зала сказал, что да, такая-то женщина уже сидит здесь, оформляет вклад, снятие. Я спустилась, поговорила с ней, объяснила ей все, но она мне не поверила. Что самое странное? Они да, не верят, когда хотят помочь. Как я потом узнала, что у нее там в кармане телефон был, на связи был этот мошенник. Но она такая, да, достаточно такая интеллигентная, спокойная женщина, нам в этом плане повезло. Она не стала спорить, наставить, хотя это же ее деньги, по идее, она имеет право, да, взять и перевести, мы не имеем права отказывать. Но она ушла, спокойно удалила, сказала, я поговорю, да, хорошо, я по вашему совету поговорю с родственниками. Я тянула время, конечно, потому что я ожидала сотрудников полиции с уголовного розыска, должны были приехать, но она не стала ждать, она посидела немножко со мной и ушла. Но я подумала, что она сейчас дальше пойдет, и мы сообщили по WhatsApp, получается, там есть WhatsApp, там есть служба безопасности всех банков, что такая-то женщина ходит и придет скоро, и, возможно, будет кредит оформлять или вклад снимать. И дальше уже она, получается, в «Газпром» поехала, как узнала я потом. А по поведению вообще, как вы можете, по человеку видно, да, что она находится под воздействием? Это от человека зависит, от характера, склада характера. Да, эта женщина, она такая, чересчур спокойная была. Она, например, если некоторые такие будут сильно такие волнуются, да, что-то ёрзают, там, есть некоторые, которые наоборот, чересчур прям спокойные сидят и прям себя как будто сдерживают, там, как бы гасят, как будто бы себя. Она как раз такая спокойная. И они очень долго думают, когда отвечают на вопрос. Я начинаю задать вопрос, откуда у вас договор купли-продажи, этот, да, который... Это же мошенники ей, получается, распечатают специальный договор, чтобы у банка не возникало вопросов, куда она хочет так во вред себе, получается, снять такую сумму огромную, не дожав все процентов, да, и перевести на счет другой город. Там была, по-моему, Самара в городе. Она настаивала, что я хочу расшириться, я хочу купить дом. Но при этом она долго думала, и какие-то такие ответы спутанные были. То она квартиру хочет, там жилой дом написан был в договоре. В
как-то вот, ну, такие вот немножко, Моменты ага. есть, да? Мгм. Потом спрашиваешь, а кто у вас, дети у вас где, как, дайте мне телефон вашего сына, дочки, может, у вас есть. Она не отвечает, не говорит, молчит, ничего не отвечает долго. Ну, как бы видно, что человек что-то скрывает. Ну и да, и такие люди, конечно же, ну, очень трудно их из этого состояния вывести. Я так понимаю, что она вроде как будто бы на меня смотрит, сомневается, вроде бы как будто хочет поверить, но в то же время она не верит, потому что мошенники заранее говорят, вот эти сотрудники банка, они, значит, участвуют в каких-то коррупционных схемах, да, которые вот, а вы будете нам помогать, вот мы сотрудники ФСБ, например, да, там, будете нам помогать вот, раскрывать вот это преступление. И она, получается, на нас смотрит как на мошенников, и вот очень трудно. Вот настоящему, может быть, только сотруднику полиции с удостоверением, она, может быть, поверит, да, так и получилось, получается, потому что она в Газпромбанк потом приехала, там уже, ну, как бы мы же предупредили тоже, да, с одной стороны, там, всех служб безопасности, поэтому там уже с ней уже поговорили, и туда приехали, я как поняла, сотрудники полиции потом, и уже с ней начали долго разговаривать. И я узнала потом позже, что на следующий день вот, от бывших коллег, что она, ну, на допросе уже следователь сказала, что вот, вот в Россельхозбанке, в Газпромбанке вот не дали ей, ну, благодарила она. В других кредитных организациях она уже крупные суммы успела перевести. Вот, и вот этот мошенник, он был, получается, на связи с ней, телефон у нее находился в кармане, весь разговор наш слышал, потом очень сильно ругался на нее, что как это вы так не настаиваете, они не имеют права вам деньги не отдавать, вы должны вернуться там, а давайте ну, требуйте свое. Ну, на этом как бы предотвратилось, закончилось. Наталья, ваша история. Добрый вечер. Ну, в общем, обратилась клиентка пожилого возраста, да, она хотела снять крупную сумму денег и перечислить за покупку недвижимости. Ну, напрямую продавцу получается. Ну, у меня возникли подозрения, так как на руках у нее был договор, который был неправильно, был оформлен неправильным образом. В договоре просто отсутствовали печать и подпись, получается. И она, кроме того, она вела себя странно, как будто бы торопилась куда-то, и у меня стала задавать много наводящих вопросов, и она ответы все больше и больше убеждали меня в том, что она находится под воздействием мошенников. Потом под предлогом технических проблем попросила подождать ее, предложила горячего чая, и в это время служба безопасности банка, получается, уже связались с полицией, уже дальше передали полиции. Сотрудники уголовного розыска и киберполиции, непосредственно сама я туда тоже выезжала. Такая картина. Мы в кабинете все находимся, вот работники банка находятся, мы сотрудники с удостоверением. Женщина находится под цыганским этим гипнозом, потому что ее, значит, уже обработали, она целый день ходила, денежные средства снимала, но благо, что сотрудники службы безопасности Газпромбанка сразу нам в киберполицию сообщили, и мы тем самым пресекли, чтобы она 1 000 000 рублей вклад не взяла, чтобы купить последнюю 4-ю квартиру по дешевке на Свердлова. Да, действительно, в договоре вы увидели, что продавец находится в Самаре, у вас это вызвало сомнения, и вовремя нам сигнализировали. Обстановка была такая, что она находилась в прострации, как будто бы наши слова сотрудников и службы банка не воспринимала, и когда я начала ей рассказывать историю, конкретно как таких же женщин пожилых вводят в заблуждение мошенники, потому что в 2022 году я, значит, направилась в налоговую, чтобы получить запросы на значит, счета, имущество и так далее моего подозреваемого с Владивостока по мошенничеству. Случайно зашла в киоск Сбербанка, там стояла женщина, тоже преклонного возраста, у нее телефон был включен, по звонку 495 IP-телефония, денежные средства в руках были, и она с банкоматом не могла справиться. То есть
я вот пока подошла, увидела, сразу же показала ей удостоверение, сказала, пожалуйста, прекратите отправлять денежные средства, в отношении вас совершается мошенничество. И она была в замешательстве, она не верила, в ступоре эмоциональном человек находился, потому что ей по телефону обработали, сказали, что нужно выявить в службе банка вора, вам нужно 700 тысяч кредита оформить, вот эти наличные денежные средства, там находятся отпечатки этого вора, и вы нам через банкомат по 15 тысяч на разные номера телефона будете отправлять эти купюры, мы назначим дактилоскопическую экспертизу, и по этим отпечаткам мы выявим вора в банке. Что она пошла и сделала? В общем, на момент того, что я пришла, я успела ей спасти последние 30 тысяч рублей. В общем, я эту историю рассказываю нашей потерпевшей, вот, которая находится уже в Газпромбанке. У нее сразу пелена с глаз сходит, и она прислушивается ко мне, и у нее прям во взгляде читается, и она смотрит мне, как будто бы и говорит: а ты откуда знаешь, что мне мошенники вот по телефону говорили, как они ее убеждали? Да, видите, она вот никому абсолютно не верила, потому что ее обработали. Но после того, как я начала рассказывать, как конкретно мошенники обманывают, какие контрольные слова, манипуляция какая происходит. Только тогда она поверила, мы вышли с сотрудником уголовного розыска, ее вывели и уже отправили к следователю для возбуждения уголовного дела. И только тогда она уже начала рассказывать, что уже попала под влияние мошенников и потеряла крупную сумму денежных средств. В общем, пенсионного возраста, человек с высшим образованием. Но, как клинические психологи говорят, не страшно попасть в такую ситуацию. Самое главное, то, что нейролингвистическое программирование включают вот эти мошенники. То есть с заботой о вас они говорят: вот вы заработаете квартиру, вы расширитесь, по дешевке купите квартиру. Конечно же, человек цепляется за то, чтобы получить, значит, дешево квартиру купить и так далее. Они срабатывают на жадности человека, что это быстро, легко оформляется, делается. И человек входит вот в этот эмоциональный ступор, и он реально выполняет все неукоснительные условия, которые ему диктуют вот мошенники по телефону. Вот буквально до начала передачи, Антон Анатольевич, вы так сказали, что психологи как описывают вот это вот состояние, как оно называется? Паралич воли. Паралич воли. Да, то есть человек попадает в такое гипнотическое состояние, когда он не может принимать решения. Вот, и в этом случае вот он находится под воздействием. А вот как помочь установить самозапрет родственникам, близким, вот, чтобы они не попались тоже, извините, самозапрет можно установить только самому, да, но вот, ну, скажем так, более молодые могут помочь более старшим. Да. Сесть вместе с ними, открыть госуслуги, зайти и, так сказать, вот помочь выполнить всю процедуру, установить, во-первых, себе, а потом помочь, ну, там, папе, маме, там, да, бабушке, дедушке. Это нормально, но установить за них нельзя. Все индивидуально. Да, все индивидуально. Персональный подход, персональная ответственность, да. А там какой-то лимит есть, да? По установлению вот самозапрета и снятию самозапрета лимита нет. Можно устанавливать бесконечное число раз. Можно установить, прошло какое-то время, ну там, не знаю, полгода, например, да, вы решили расшириться, взять кредит какой-то, или там приобрести что-то, да, сняли кредит, сняли самозапрет, взяли кредит, снова установили самозапрет. То есть это нормальная процедура, такая вот балансировка. Здесь можно... Что сказать, что вот самозапрет не распространяется на ипотечные кредиты, на кредиты приобретения автомобиля и на образовательные кредиты. Потому что в этом случае, ну, в первую очередь, деньги перечисляются там установленному получателю, да, ну, там, значит, либо застройщику, либо там вот какому-то автосалону там или еще что-то. А кредит, самозапрет распространяется в первую очередь на потребительские кредиты, которые не обеспечены там каким-то залогом. Вот. Также самозапрет не распространяется на там, совместный кредит, да, когда кредит выдается на несколько лиц. Ну, там есть особенности. Вот. Вот мошенники, мы в первую очередь говорим в этом направлении, да, мошенники все-таки обрабатывают одного человека, кредит оформляется на него, кредит оформляется максимально доступный, по сути, потребительский, поэтому это, конечно, очень действенная мера. Вот рекомендую всем, кто нас слышит,
вот, установить самозапрет себе, передать своему окружению. Я думаю, что вот во многих случаях это сработало, это помогло бы человеку. Ну и вот тот случай, когда у тебя стоит самозапрет, а тебе звонит мошенник и говорит, что, слушайте, на вас оформляют кредит, ну ты уже чувствуешь себя защищенным, ну и пусть оформляют, да, ну и положил трубку. Вот когда вот такие вещи происходят, самое правильное это сбросить звонок. То есть до тех пор, когда вот мы начали с паралича воли, чтобы не попасть в это состояние, надо разорвать разговор. Это вот самая действенная мера, к сожалению. Поэтому даже если вы пропустили звонок, ничего страшного не произойдет. Кому надо, тот найдет. Да. Лишь бы не мошенник, конечно, Да. в этом случае. Девочки, вы в банке, так понимаю, помимо основной работы, тогда у вас еще и такой функционал появился, наблюдать за своими посетителями, да? Вы смотрите все равно каждый, присматриваетесь. Ну, у нас функций, конечно, много. Вот, в общем, с вами сказать, Вот, это экономическая защита экономической безопасности банка, которая включает в себя еще и взаимодействие с правоохранительными органами, противодействие мошенническим действиям, потому что банк, он же заботится о своих клиентах, о благонадежности банка, каждый о своем имидже заботится, поэтому да, конечно, мы всегда готовы помогать и делать все, чтобы предотвратить такие мошеннические действия. Мы сейчас все кредитные организации вовлечены в этот процесс противодействия, получается, потому что колоссальная работа сейчас проводится правоохранительными органами, профилактика, да. Вот благодаря вот Нацбанку, который постоянно предоставляет нам возможность встречаться, обсуждать все, рабочие встречи проводит, ну вот площадку для совещаний наших. Ну вот вкратце вот так только могу сказать. Ольга, в завершении нашей передачи конкретно куда звонить, что говорить, чтобы уже не сделать в итоге такой опрометчивый шаг и практически не испортить себе жизнь, да? Ну, из-за того, что у нас цифровизация развивается, мы не успеваем за финансовой грамотностью и кибербезопасностью, потому что каждый раз новые уловки, вирусные ссылки отправляют нашим потерпевшим. Поэтому рекомендуется, если вам просто звонят и пытаются вами манипулировать, позвоните к нам на 112. Если же вы случайно продиктовали смс-код, либо прошли по вирусной ссылке, сразу же звоните тоже к нам на 112. Такая ситуация, если вы прошли по вирусной ссылке и ваш телефон поставился на блокировку и контроль, то есть экран черного цвета, вы исходящие и входящие звонки не можете совершать, значит, вам надо незамедлительно сразу же позвонить на горячую линию вашего банка, заблокировать все абсолютно ваши банковские счета. Параллельно телефон выключаете, вытаскиваете сим-карту, отключаете тем самым интернет-соединение. Дальше, чтобы этим телефоном пользоваться, вам нужно его включить. Значит, всю информацию удалить до системных настроек и установить антивирус. И только после этого вы можете безопасно пользоваться этим телефоном. И это все надо одномоментно быстро совершаться, потому что также я дежурила на 112, с Нерюнгри женщина позвонила, якобы к врачу записалась, ее попросили установить приложение EMIAS-Info, это медицинское приложение, вирусную ссылку ей отправили, и за 1 минуту она потеряла 100 тысяч рублей с ВТБ. Но она уже на 112 позвонила, я ее проинструктировала, что необходимо сделать, следственно-оперативная группа к ней выехала. Но, видите, самое главное не выполнять требования неизвестных. То, что они вам что-то выгодное предлагают, либо вас запугивают. Быть начеку. Не надо с незнакомыми вообще разговаривать. Да. Даже если вам поступает звонок якобы либо аудио-видеосообщение от родственников, тоже это игнорировать и перепроверять. Спасибо большое за конструктивную беседу. До новых